И мне сноха говорит: ма, вы, наверное, снимок надо нам сделать. А не надо мне снимок, у меня же голова и тошнота, и алчь. Нет, сделаем. Компьютерная томография показала поражение легких на 45%. ковид подтвержден. Симптомы у Фасимат Шаухаловой изначально были схожи с обычным сезонным гриппом. Из всей семьи в 5 человек сноха и сын вместе с внуком перенесли инфекцию без осложнений. Труднее всего пришлось Фасимат и ее супругу. Попросила я, чтобы он лег. Насильно тоже положили. И меня насильно. И я рада, что мы пришли вовремя. Потому что эта болезнь не шутка. Я вот вижу, как кашляют, а мы не кашляли. Симптомы у меня тошнота и голова, а у него немножко мокрота выходила. То есть хандацер. А кушать, правда, я тоже уже не кушала. Аппетита не было. Если Фасимат пришла к врачу благодаря уговорам снохи, то Айна Костоева потеряла сознание, а затем попала в больницу. Головные боли, сильный кашель, тяжесть в груди, трудности с дыханием. Признается, вначале запаниковала, думала, что уже и врачи не помогут. При поступлении в РКБ чувствовала себя плохо, однако уверяет, трепетное внимание и забота со стороны медперсонала сделали свое дело. Через каждые 6 часов измеряют, через каждые 2 часа ингаляция. Прямо что хамгутта даст. Не дают даже подняться, прям повар даже хачи. Даялыши, ходишь, кашишь, изгибаши. Прямо что вот так, что ласком образом, ты ахимает, как хайском бати, да, дух Богу признал. Со страхом пришла, но с такими большими впечатлениями ухожу, если уйду. Как признаются медики, ситуация с COVID-19 в РКБ стабильна. Даже наблюдается положительная динамика с начала года. Подтверждение тому и статистика последних недель. У нас количество поступлений уже меньше. На сегодняшний день у нас состоят 75 больных. Больных с тяжелым течением ковидной инфекции стало тоже сейчас меньше у нас. На сегодняшний день тяжелых у нас всего 8 больных. И на неинвазивной искусственной вентиляции легких из них 2 у нас находятся. Больные лучше поддаются лечению. Врачи предупреждают, ковид очень легко спутать с гриппом или ОРВИ. При появлении таких симптомов, как головная боль, высокая температура, кашель, в основном сухой, лучше все-таки забеспокоиться и провериться. Медики поднаторели, выработали схему лечения и теперь готовы нанести удар болезни. Они поступают уже, кто-то там неделю дома болеет, кто-то там уже дома активно занимается самолечением, антибиотики, даже гормоны, противовирусные. И бывает, что к нам они поступают уже с явлениями дыхательной недостаточности, с низкой сатурацией до 75. И смотря по степени тяжести и стадии заболевания, мы уже по стандартам, которые нам дают, лечим тех или иных пациентов. Также медики просят быть осторожнее, соблюдать масочный режим и дистанцию, пользоваться антисептиком для рук при первых подозрениях на COVID-19, обращаться к своему участковому врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением. Хава Газикова, Майырбек Миржоев. Новости 24.